Осталось каких-то чуть больше километра. Вот это вот засада. Не люблю такие места. Да, ребят сидят намного жестче, чем можно было предположить. Чистый белок. Че же вы еду-то не взяли, парни? Хорош! Друзья, сегодня, как обычно это бывает в мае, знакомые звонят, просят вытащить их из леса обратно. Ну а сегодня я решил немного поэкспериментировать и найти их по точке GPS, которую они скинули смс-кой, по часам. Так, вот часы у нас с забитыми координатами. Часы Garmin Fenix 5X и с подгруженной картой в формате Garmin. Вот сейчас я двигаюсь в сторону Владимировки, и где-то там в лесу ребята сидят, говорят, капот в воде. Посмотрим. По идее, все не так страшно должно быть. С собой еще взял, конечно, на всякий случай большого брата. Это Garmin Montana 650D. Она такой с выключенным дисплеем. То есть, если не получится найти по часам, будем смотреть по большому навигатору. Так, вот у нас Владимировка. До ребят по прямой показывает 11 километров. Так, тут большое количество развилок, но вот эта бутылочка на пеньке говорит, что мы на верном пути. Кстати, вот здесь хотелось бы показать на карте, на часах, соответственно, профили указаны. Дорога, пунктирная линия, достаточно подробная. И вот остается нам 3 километра 700 вот по этой дороге. Дорога становится хуже, а ты на зимней шоссейной резине. Осталось каких-то чуть больше километра. А в лесу красота. Даже здесь. Как человеку, который 2 месяца просидел на карантине, самоизоляции, это просто праздник. Вот это вот засада. Не люблю такие места. Ведем все верно. И, кстати, вот это точки спецсекции. Соответственно, здесь проходят внедорожные соревнования. Это было жестко. Чуть было не было. Как это обычно бывает, люди, которые зовут тебя в лес, чтобы ты их вытащил, они рассказывают про дорогу в очень преуменьшенном таком виде. Да там нормально, то там вообще по затерке ездят, говорят, подъезд вообще нормальный. Ну и, соответственно, ездят на подготовленных машинах, а ты едешь на практически стоковой машине. Так, что там, еще одна промоина? 600 метров вперед. Осталось чуть-чуть. Так, попробую по левой стороне, что ли, пройти.
Ничего себе, пикничок вообще тут. Нарушаем самоизоляцию? Что-то я это... Вот так вот, 1,5 метра. 1,5 метра сидите, да? Сидеть, скорее, можно. Здорово. А, ты в носках. А, ну вот это немножко, да, застряли, говорите, да? Чутко. Чутка. Там глубоко, нет? Да, там мокро. А, да? Того не вода. А что, как попало? Как вода попала? Она мокрая. Ну все, селфи готово, давайте, я поехал. Слушай, а что план какой? Я что-то, может, надо 2 машины? Попробуй так. Зови Карим тебя, он за то дерево. Попробуем. Надо через блок. Ну да. Главный вопрос Сереги. Он, короче, звонит, говорит, тут форики ездят, говорит. Я там в одном месте чуть не остался. Ты забыл про эти моменты, нюансы? Форики в объезд ездят. Просто мы кидали дорогу прямо, а форики в объезд ездят. Да. Ладно. Так, опять. Смотри-ка там. Отдает, да? А там можно хаб отключить. Хаб. Все, да? Ну все? Не, через полиспаз. Обратно до машины не хватит, да? Нет. Короче, план через полиспас мы будем тянуть, соответственно, нагрузка на лебедку будет меньше. Что, привязаться сзади? Тащит. Да, ребята сидят намного жестче, чем можно было предположить. Поэтому сейчас я отъехал до того места, где ловит связь, и позвал еще людей. Вот, так что будет нормальная эвакуация. Так, мы ждем помощь. Уже Продукты на исходе. кололи дрова. Опа. Чистый белок. Чистый белок. Че же еды-то не взяли, парни? Мы так-то застревать не собирались. А голову не ешь, да? Как тугунок? Рок-н-ролл. Он что-то сладкий, вкусный. Вкусный, да? Да. У кого ничего не Еще найду. О, 2 машины. Класс. Здорово. Здорово. Че, как она? Да, думали, вот видишь, одной машины вытащить не получилось. Да, конечно, жопка, блин. А что такая прикольная здесь дырочка? Про черных животных, я бы сказал. Хорош! Хорош! Давай, потихоньку натяг, давай!
Что? Еще! Пройдет, нормально все. Да! 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 Че там? О, помылся, нормально. Чистый салон. Это вы сушите движок, да? Или Там что? зеленый. Может там труба была? Это старый след зеленый. Что там? Брызгался, что ли? Ну, уже кто-то под землей. А может мы затушим костер? Нормально, он быстрее высохнет. Может, у меня брызгался? Ладно, заводись, короче, и бери левее теперь. Мы пока подождем, подстрахуем. Вдруг тебя вытащить опять придется. Да, чуть-чуть потяните, чтобы хотя бы костер не... Он же греет. Из-под машины вылез. Так мы же специально так поставили. Ты же говорил, высушить надо. Тянем! О, регистратор сухой, да? Ватерлиния. Посередине магнитола. А, да. Вот так вот пошла. Вот, ну вот если вот линия. Там, где вот чисто, это значит вода там. Вот здесь вот она была. Ты что, помыл комп? Комп помыл. Грязный комп. Это беда, да. Да. Сейчас его надо посушить, да? Нет, ну, этот надо реанимировать, так у меня запасной есть с собой. Ты еще и запасной комп с собой взял? Конечно, на случай, вот так, на такой случай утопления. Сейчас там лягушка. Что-то у тебя быстро снимается, комп быстро снял, блядь. У меня пиздец будет, у меня тут торпедой, блядь. Тойота. Вань, наверное, далеко и не убирал. На сиденье лежала. В какой-то жидкий воздух, что ли? Ну, почему? Обычный этот, ВДшке. типа выдышки. И что она будет? Она же воду отталкивает. А, да? Фига тут. Прям рубрика лайфхаки, да? На природе. Дай-ка Никита поснимаю. Сторис. Сейчас, подожди-ка, Ваня. И все. По-моему, тебе еще надо ее побрызгать. Что побрызгать? Да. Подожди, порой, подожди, рано брызгать. Там шестизначный порой. Сейчас, подожди. Так. Ничего, киститься не успел, вроде еще не сгорел. Достали машину, достали комп. Сейчас ее Ваня пробрызгивает ВДшкой. ВДшка, да, отталкивает воду. Ну, как Ваня сказал, такой лайфхак. Да, высохнет и нормально будет. Высохнет и нормально. Жить будет, короче. Да. Сейчас остальные компы надо, главное, просушить. Рывком сделай! Укоротили трос. Да. Готов.
Друзья, вчера мы привезли автомобиль сюда, в Orange Garage. И давайте сейчас посмотрим, что делает Иван для того, чтобы предотвратить неприятные последствия такого события, как утопление автомобиля. Во-первых, так как у меня был шнорхель, вода, воздушный фильтр не попала сразу. И машину я сам заглушил, чтобы гидроудара не было. Во-вторых, отключил аккумулятор. Отцепил клемму минусовую. Да, салон уже разобрал. Осталось мне просушить здесь контакты, почистить, куда вода попала. Релюшки главное высушить, чтобы потом не страдать где-нибудь в лесу от того, что могло что-то где-то коротнуть. Самое главное, во-первых, не попадать в такие ситуации. Во-вторых, не паниковать. Автомобиль железный, можно все починить. Давно сюда не лазил. Даже почти вся пыль помылась. Такая недорогая химчистка салона, да? Ну, как сказать, недорогая. По двигателю нужно слить воду отовсюду, куда она попала. Выкрутить свечи и прокрутить двигатель, чтобы исключить попадание воды в цилиндры и не получить гидроудар. Потом также проверить все фишки, желательно отцепить их, продуть сжатым воздухом, чтобы влаги там не осталось, смазать все это дело, чтобы не окислились контакты, и собрать все в обратном порядке, как разобрал, как в книжках пишут. А с коробкой? С коробкой-то, ну, в коробку немного воды попало. Просто надо будет масло поменять, так же, как и в раздатке, и в переднем мосту. Но, что удивительно, то что в передний мост воды попало совсем мало, хотя он полностью под водой был достаточно долгое время. Зато сейчас протру везде, где давно не протиралось. А, кстати, салон, видимо, тут давно никто никогда не разбирал. Нашел свои японские монетки, 3 штучки и щипцы. Какой-то Кай фирма. Японский? Видимо. Все это под ковром лежало. Там и останется. Это же амулет. А, да? Чтобы машина не ломалась. Ты расскажи, как ты вчера клеммы снимал под водой. Как бы разделся, нырнул, открыл капот и на ощупь, зная, где примерно у меня клеммы находятся, открутил и отцепил. Ну и все. Самое главное, чтобы релюшки все, сервоприводы на печку, контакты, фишки все почистить, просушить, и все будет нормально. Check the bump, daddy, join the flow.